Братьев, сестер, молодежь, детей на этом месте. Здорово, что вы в этот день приняли решение оставить какие-то недоделанные дела на даче, потому что я знаю, сейчас тоже у всех уборка теплиц, какие-то еще недоделанные вещи с землей. Но сегодня я смотрю, что вы все-таки поступаете верно, по заповеди Господней, не оставляя собрания своего, приходите на это место, чтобы услышать самое ценное для своего сердца, как написано сегодня в Псалме 18, услышать суды Господни, суждения Господни, слова Господни. Вот. И мне сегодня выпала такая честь начинать и открывать это собрание. Вот. Поэтому я попрошу вас сегодня встать на наши ноги, и мы перед началом собрания прославим имя Господне. Дорогой наш Небесный Отец, Владыка, Святый Господь, мы пред Тобой предстали в этой молитве благодарности за то, что каждое утро Ты пробуждаешь нас, открываешь наши веки, Господь Бог мой Отец, чтобы мы видели Твой Божий свет, Господь, которым Ты осветил все в этом мире, Господь Бог мой Отец. И мы не во тьме ходим, Господь, спотыкаясь, но ходим при Твоем свете, Господь, видя все, как оно есть, Господь. Более того, Духом Святым Ты нам открываешь своим небесным духовным светом, Господь, суть всякой вещи, суть всякого человека. И я благодарю за это знание, за эту мудрость, которую Ты дал нам, и мы сегодня можем судить о всем, Господь Бог мой Отец, о чем даже этот мир не может судить, Господь Бог мой, ибо Ты, Господь Боже, даруешь нам в сердце всякое откровение. И я благодарю Тебя за народ Божий, за особый народ на этой земле, который отличается тем, Господь Боже, что он сегодня имеет Отечество на небесах, и потому легче переживает все эти земные перипетии, события, которые сегодня есть и грядут на всю вселенную, Господь Боже, суды Твои. Мы знаем, Господь Боже, что мы избавлены, Господь, от Твоего Божьего гнева, Господь, который грядет на этот мир, Господь. Мы знаем, сегодня нам открыто Духом Святым, что мы сегодня народ особый, Господь, люди взятые в удел, Господь Боже, Бог мой Отец, чтобы проповедовать, Господь, и благовествовать всякому человеку о чудных делах Твоих, о том спасении, которое Ты подарил этому миру, Господь Бог мой Отец. На нас сегодня возложена эта святая обязанность, Господь Боже, не примолчать, но рассказать каждому встречному, Господь Боже, что есть сегодня избавление, Боже, от этой суетной, Господи, грешной жизни и прощение всех тех грехов, которые мы сделали. Есть шанс сегодня пожить на этой земле остаток этой жизни, Боже, в праведности и чистоте, а главное, Господи, войти в жизнь
жизнь бесконечную, Господь. То, о чем люди сегодня не знают, то, во что люди сегодня не верят, Господь Боже, потому что это сокрыто от них сатаною, Господь Бог мой. Потому люди сегодня живут только этой жизнью и стремятся в этой жизни достичь всего, ухватить все, не зная, что на самом деле у нас есть много времени в вечности, чтобы пожить в свое удовольствие, наслаждаться истинной жизнью, Господь, с Тобою, Отец, Боже, где не будет греха, не будет нечестивцев, не будет гонений, не будет войн, не будет крови, Господь, кровопролития, Господь Бог мой, Отец, Боже, и об этом мире мы мечтаем, и потому мы сегодня, мечтая об этом, сегодня легко переживаем то, что сегодня на земле творится, Господь Боже, Бог мой, Отец, зная, что когда-то это закончится для нас, Боже, и мы хотим, чтобы многие люди, Господь Боже, также избегли, Господь, этого разочарования, избегли этих всех трагедий, Господь, потому мы молимся сегодня за этот погибающий мир, Господь, и в этой молитве я хочу сегодня ходатайствовать, Господь Боже, Бог мой, чтобы, Господи, прекратилось всякое кровопролитие на земле, Господь, прекратилась всякая война, Господь Боже, Бог мой, Отец, прекратилось всякое человекоубийство, Господь Боже, Бог мой, ибо это противно Тебе, потому что Ты любишь человека, Ты сотворил его для жизни, для радости, для веселья, Господь, для наслаждения жизнью, Господь Боже, но мы, Боже, сами себя подвергли многим скорбям, Господь Боже, имея грешную натуру, Господь Бог мой, и Ты сегодня печалишься об этом. Для того Ты послал в мир Иисуса Христа, чтобы, Господи, восстановить человека, Господь Боже, в правильных мышлениях, Господь Боже, в правильных сердечных намерениях, Господь Бог мой, Отец, чтобы на самом деле он вновь, Господь, слился с Тобою, Господь Бог мой, Отец, Боже, и знал своего Отца. Благодарю Тебя, Господь Боже, Бог мой, что мы познали Отца. Благодарю Тебя, что у нас Ты есть, Господь Бог мой. Мы сегодня можем обращаться к Тебе со всякой нашей нуждою. И потому сегодня я также прошу, восполни всякую нужду молящегося к Тебе сегодня по лицу всей земли, Господь Боже, Отче, чтобы он возблагодарил Тебя, восславил Тебя. И мы сегодня в этом собрании хотим восславить Тебя и на музыкальных инструментах, и в сердце своем, и устами своими, ибо Ты достоин всей славы, наш любящий, добрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мир Божий, дорогая церковь. Рад снова видеть вас всех. Давайте славить нашего Господа. Он достоин всей славы. Мы ради Него здесь находимся сегодня. Он причина. И мы будем славить Его. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Благослови собрание! Аллилуйя! Я без Тебя ничего не могу. Ты прогоняешь всякую тьму. Приди, Господь, зажги свой свет. В жертву себя Тебе принесу, новую песнь Тебе воспою. Прими, Господь, мою хвалу. Жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, Господь. Жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, Господь. Я без Тебя ничего не хочу, ой, излей благодать свою, мой Господь, Тебя прошу. Милость Твоя превыше небес, Ты один творец чудес, о Господь, приди ко мне. Жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, Господь. Жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, Господь. Еще раз вместе: я без Тебя ничего не могу. Ты прогоняешь всякую тьму. Приди, Господь, зажги свой свет. В
жертву себя Тебе принесу, новую песнь Тебе воспою. Прими, Господь, мою хвалу. Жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, Господь, о Господь, жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, Господь. Давайте без инструментов все вместе споем. Жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, Господь, о Господь, жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, жаждет Тебя душа моя, Господь. Душа моя, жаждет Тебя, душа моя, жаждет Тебя, душа моя, Господь. Жаждет Тебя, душа моя, жаждет Тебя, душа моя, жаждет Тебя, душа моя, Господь. О, Господь, вся слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь наш! Аллилуйя! Сейчас Псалом 18, мы прочитаем его на каком языке, потом на русском. Добрый день, дорогая церковь, благословляю вас всех, дорогие братья и сестер, будьте благословенны, радуется душа наша, за Господа Бог вас любит. 18-й Псалом на каком языке. Если буду спотыкаться, простите меня. Псалом Давида. Енеж свищтале елен джидлунес юлеш, енеж верчанис юертесилен киен, вычентор яс юлеш, лун юерте да та юлеш лунле, Voi viștele voile, o șursecem câv, o șursecem șorni, căneșche scâv nalen gălășâs. Stavum paștela câle nalen gălășâs. Jentică la eslen medili pelesăci, voisne nalen câviases. Sene jenmis văcis șondili olanin, tie pete setiș dolida, Kuji veres poastas gătrașan vejesăși. Kuji panlașiș nimco pâriș coterte aslas tujed. Tie kučovte jenește pomșani pomăges, isilen șonăzis bădănăci voie. Gospodlen indădis târvie bur, Ion me de lofte, Gospodin, tu de dămâs eskedana, vejașe de mâvcât dămâs, Gospodin căc dămâs veșcât, gaje de șelămte, Gospodin vele dămâs jugde de șelămte, Gospodiș polămâs săstem, ole nemjas čăr. Gospodin muždami zbulj, da stav nas veškid. Gospodin čaktam jasus, jona dona džikaš zarnješ, veši guna vesalem zarnješ, na je čas kid džikaš na jumov ma vojtjasiš. Na je vidjani tenši gesjekte, Na sertje olamiš vičmas menem učit tirdon. Kod kažala saši smužjaste. Gospodej, vesa mena guša mužjasiš. Vidjašit kesjekte tădămen muž văčemiš. Medim na je ez učidavne me bilen.
Tekimi oksetsi liokas loasöstem da mystem. Господи, менем кuvjasei da shilem pursa möpjasei med shogmasnitened. Te menam zumid izgiz da mezdishis. Аминь. Я буду вторить прочитанному на русском и добавляя свои впечатления от этого слова. Начальнику хора Псалом Давида. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук твоих его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Друзья, мы видим, каким высоким поэтическим слогом написан этот псалом, и взяты такие прекрасные образы, говорящие нам о том, что, друзья, даже если бы мы сегодня умолчали о Господе, но все то, что нас окружает, оно проповедует о Боге. И это так созвучно сегодня с теми словами, которые написал автор послания к римлянам. Я их тоже зачитаю сегодня. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира, через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Каждый человек, имея, скажем, интеллект, имея глаза, имея органы чувств, органы осязания, действительно может сегодня ощутить Бога в своей жизни, видя, как прекрасно созданы те растения, на которые мы смотрим каждый день, как здесь написано о солнце, что оно каждый день сходит. У Бога все упорядочено. Мы можем видеть, как действительно времена года сменяют друг друга, и мы можем быть уверены в том, что и на следующий год будет так же, потому что у Бога есть свой порядок. И, смотря за этим, мы не можем сегодня отвергнуть Творца. Мы не можем сказать сегодня, и только безумец может сердцем своим сказать «нет Бога», как написано. Потому что все, что дано нам сегодня видеть, оно все проповедует о Боге, о Творце, о том, что есть разумный замысел во всем, есть высший разум, который сотворил сие, и есть высшая цель, для чего он сотворил. И сегодня, наверное, для человека важно искать смысл создания Божьего. Для чего мы сотворены? Для чего Бог эту землю создал? Для каких целей все это существует? И когда мы находим ответы на эти вопросы в Боге, в Его Слове, мы счастливы. Потому что мы знаем смысл нашей жизни. Для нас открыто вообще, какая цель нашей жизни. Не просто прожить ее абы как, знаете, выхватывая из нее самое драгоценное, что кажется для нас ценным. Но Бог нам открывает свои ценности. И открывает в том, что ценность на самом деле это жизнь человека, сама жизнь человека ценность. И пусть Бог нас благословит сегодня действительно дорожить этой ценностью, жить в этой ценности и радоваться тому, что Бог ценит нашу жизнь, и потому дает нам все необходимое для жизни и благочестия. Читаем дальше. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни, истинно все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Друзья, эти слова написаны не для неверующих людей, потому что неверующий не видит ценности в Божьем Слове, к сожалению. Для него Божье Слово – это действительно суд. Оно судит его, потому он готов спрятаться во тьме, чтобы не слышать суды и обличения, которые приносит Слово Господне. Но для уверовавших
Вы знаете, Слово Божие – это утешение. Слово Божие, как написано здесь, суд Господень, суждение Господне. То, о чем Бог судит, оно вожделение. Мы хотим знать мнение Божие на каждый случай нашей жизни. Ведь это правда. Это правда, что мы хотим знать мнение Божие о нас. Как часто мы готовы искать этого откровения, какого-то пророческого слова о себе, чтобы знать, угоден ли я Богу. На правильном ли я пути, Господь? Что еще есть во мне? Потому что Давид пишет, что мы не можем все усмотреть. Есть тайные вещи, есть подсознательные какие-то вещи, которыми мы, возможно, согрешаем пред Богом, помышления наши, за которыми мы не всегда следим. Вот, потому иногда нам важно, чтобы Господь указал на какие-то вещи, которые не открыты нам. Потому что мы хотим раньше времени увидеть то, что сокрыто в нас. Бог нам постепенно открывает. Вы знаете, что очищение наше, оно не сразу происходит. Раз ты пришел в церковь, покаялся, и ты моментально свободен и чист от всех своих погрешностей. Это не так. Мы проживаем жизнь на земле, и по истечении времени Бог все больше и больше открывает какие-то глубинные вещи внутри нас, которые сегодня мешают нам праведно и чисто прожить эту жизнь. И спасибо Господу, но нам хочется раньше времени, потому мы ищем это откровение, мы читаем Слово, чтобы как в зеркале увидеть себя и очиститься сейчас, уже сегодня иметь свободу от вот этих прегрешений наших. И на самом деле Давид пишет, что вот этими откровениями Божьими о нас мы охраняемся от преждевременного разложения, от развращения, как он здесь пишет. Потому что развращение, оно начинается с малого. Вот он пишет здесь, кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Знаете, вот эти умышленные грехи, умышленные вещи, которые мы, возможно, делаем сегодня и каждый день, зная, что это неправильно, они могут возобладать нами. Постепенно, с малого, ты согрешил один раз, совесть обличает, ты думаешь, нет, я никогда не поступлю так же. Потом второй раз ты опять сделал то же, потому что уже имеешь этот опыт. Ты сделал и не навредило тебе вроде бы в духовном плане, как тебе кажется. Не навредило тебе в физическом плане, Бог не поразил, наказание не пришло. Ты делаешь второй раз подобную вещь, а потом просто уже это делаешь постоянно, потому что ты закостенел в этом грехе. Об этом пишет Давид. Об этом, потому что развращение начинается с малого, чего мы себе позволяем. Знаем, что нельзя, но делаем это, а потом приходит великое развращение. Поэтому очень важно сегодня пребывать в том слове, знать Божье суждение о всякой вещи, о каждом поступке, о каждом проявлении нашем, физическом или духовном, и знать, что за все это грядет суд Господень, то есть суждение Божье о неправильности нашего выбора. Пусть Бог нас благословит сегодня, чтобы действительно Слово Его было вожделенно, желанно. Сегодня будет это Слово звучать. Я хочу, чтобы вы возжелали его, потому что и это Слово сегодня откроет нас, кто мы такие. Откроет нам правду о нас. И кто действительно желает сегодня освящаться, пусть будет внимателен к этому слову, услышанному во имя Иисуса. Аминь. Все, о чем мечтаю я, лишь одна любовь Твоя. Господь Иисус, Ты поместил свой огонь внутри меня. И все, о чем молю, меняй всю жизнь мою. Ведь знаю, лишь в Тебе, мой Бог, все мечты свои найду. Иисус, меня освободил, мне душу обновил. Держусь я лишь Тебя, Ты не предашь меня, Ты в сердце навсегда, Иисус мой. Все, о чем мечтаю я, лишь одна любовь Твоя. Господь Иисус, Ты поместил свой огонь внутри меня. И все, о чем молю, меняй всю жизнь мою. Ведь знаю, лишь в Тебе, мой Бог, все мечты свои найду. Иисус,
предашь меня, Ты в сердце навсегда. Иисус, Иисус, меня освободил, мне душу обновил. Иисус, Иисус, держусь я лишь Тебя, Ты не предашь меня, Ты в сердце навсегда. Иисус мой, держусь я лишь Тебя, держусь я лишь Тебя, Ты не предашь меня, Ты в сердце навсегда, Иисус мой. Доброе утро, церковь. Прочитаем Евангелие от Матфея, 22 главу, с 1 по 14 стих. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Аминь. Споем на ком языке о великом Боге. Te voce copârceaieme, stav себе мышей, me agite nad cogdori, aslamlo
изменам послоне. Прочитаем с Евреем 6 глава, с 13 по 20 стих. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверении оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложной своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Время для пожертвований. Благословит Господь каждое сердце дающее, любящее Его, служащее Ему, всяким приношением и духовным, и материальным. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, освети мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божьей добротой. Дай напиться мне Твоей воды живой. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, освети мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божьей добротой. Дай напиться мне Твоей воды живой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава Тебе, мой Бог. Дух Святой, изливай на мир свою любовь. Дух Святой, открывай значение своих слов. Поднимай нас на крылья Божьих к небесам. О, Дух Святой, как Ты нужен нам. Дух Святой, изливай на мир свою любовь. Дух Святой, открывай значение своих слов. Поднимай нас на крыльях Божьих к небесам. О, Дух Святой, как Ты нужен нам. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава Тебе, мой Бог. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава Тебе, мой Бог. Аллилуйя.
Слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава Тебе, мой Бог. Слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава Тебе, мой Бог. Аллилуйя. Сегодня у нас есть дети? Есть, да, пришел? Прочитаю немножко из Матфея, 23 глава. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших, змеи, порождение Ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и изгнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей, и Иерусалим, избивающий пророков, и камнями прибивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Сей оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня до ныне, доколе не воскликнете: благословен грядный во имя Господне. Аминь». У нас есть дети? Еще. Мы всех ждем детей и будем петь прекрасную песню. Там есть такие слова: о-о-о-о. Споемте вместе, да? Царство Бога на земле, в сердце моем Господь. Царит Его величие, в сердце моем Господь. И потому я радуюсь, в сердце моем Господь. Как свет сияет праведность, в сердце моем Господь. О, в сердце моем Господь. Господь, о, в сердце моем Господь, о, в сердце моем Господь. Построил Бог в нас дом святой, в сердце моем
моем Господь, и сам Христос хранит его в сердце моем Господь. Берется Он нас взять с собой в сердце моем Господь. Он всех зовет на праздник свой в сердце моем Господь. О, 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 благодать, спасен тобой я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть и тень, а Богу также будем петь, как в самый первый день. О, в сердце моем Господь. 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 Еще раз. В сердце моем Господь. В сердце моем Господь. В сердце моем Господь. В сердце моем Господь. Со славой, аллилуйя. Молодцы. Не удивлюсь, если скоро он будет приходить с портфелем деловым, в галстуке. Друзья, у нас замечательные дети, слава Богу, такие непосредственные, могут позволить себе танцевать, свои движения всякие показывать, даже уже без руководителя. Слава Богу, что они самостоятельны. Не расходитесь, мы сейчас за вас хотим помолиться, но прежде хочу спросить, друзья, это важно, это мама позвонила, друзья, поэтому нельзя не ответить. Мы же учим их почитать родителей. Вот. А сейчас можешь выключить. У кого-то, может быть, из вас приготовлен стих, псалом, что-то поздравительное для церкви. Никто сегодня не поделится? Есть, да? Слава Богу. Давай я тебе дам микрофон, чтобы тебя все услышали. Матфея 6:33. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится к вам. Аминь, аминь. Еще кто хочет напомнить церкви? Притча 19:2. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Аминь. Здорово. О, давай еще. Просите мира для Иерусалима. Пусть будут благополучны любящие Тебя. Псалтырь 121:6. Еще есть? Про Иерусалим даже вспомнили. Церковь, нужно молиться за Иерусалим. Дети об этом просят. Хорошо. Кто-то, может, имеет желание помолиться сейчас за церковь, за детское воскресное служение. У кого есть глубокое желание? Ты, да? Ну, давай. Отец наш Небесный, да светится имя Твое, да будет воля Твоя, как на небесах, как и на земле. Хлеб наш насущный, и дай нам каждый день, и прости нам долги наши, таким мы прощаем должников наших.
И не веди нас в искушение, но из нас от лукавого. Дабы Твое царство и воля во веки веков. Аминь. Аминь. Вот молитва Господня прозвучала, слава Богу. Хорошо, друзья, я хотел бы сейчас помолиться за вас, благословить, чтобы вот этот начавшийся учебный ваш год, он был для вас нетрудным, чтобы вы могли за этот год узнать очень много нового, делиться здесь не только Божьим Словом, но и знаниями, которые получаете, вот, друг друга наставлять в этих знаниях, помогать друг другу, кто-то, может быть, нуждается в том, чтобы у него был помощник по какому-то предмету. Все это можно найти здесь, в церкви, потому что мы единая семья, где каждый друг другу помощник. Дорогой наш Небесный Отец, Владыка Святый Господь, я благодарю Тебя за детей, которые сегодня, видишь, как много выучили стихов из Библии, Господь Бог мой, и сегодня назидают этим церковь, напоминая, какими нам должно быть в свете Господнем, Боже Бог мой. И я хочу, чтобы, Боже, и они, Боже Бог мой, Отец, возрастая, научались у Тебя, каким должно быть им, Боже, в этой новой, обновленной жизни, Господь Бог мой. Я прошу для детей всегда, Боже, возрождение свыше, потому что это главное, что нужно нашим детям сегодня, Отец, чтобы они приходили в церковь, осознавая, для чего это им нужно, Господь Боже, нуждаясь в Тебе, как нуждаемся мы, Господь Бог мой, Отец, имея духовные переживания с Тобою, Господи, чтобы они познавали Тебя как своего Отца, а не как Отца своих родителей, Господь Бог мой. Прошу Тебя, Боже Бог мой Иисус, пусть это возрождение придет как можно раньше, Господь Божий Отец, чтобы меньше они, Господь, пострадали от собственных грехов, уже взрослея, переходя в подростковую или, Господи, в более старшую группу, Господь Божий Отец, где больше искушений, больше, Господь Бог мой Отец, соблазнов, Отец. И я молю Тебя, Боже, чтобы, будучи возрожденными свыше, они могли избежать всяких этих соблазнов, Господи, давлея над ними, Господь, Духом Святым, живущим в них. Я благодарю за наших детей и благословляю их, чтобы они были крепки здоровьем, крепки, Господь Боже, своим разумом, Господь, чтобы могли познавать то новое, что преподают им сегодня, что дают им сегодня родители в доме, Господь Бог мой, Отец, чему наставляют. Могли это воспринимать и осмысливать, Господь Боже Бог мой, понимая, о чем их просят, в чем их наставляют, Господь Боже, чтобы задумались об этом, не просто машинально, Господь, исполняя это, но понимая смысл того, что они делают. За все благодарю, за все славлю Тебя, наш любящий добрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Проходите на занятия, пусть Бог вас благословит, пусть сегодня занятия ваши будут хорошими. Можете ненадолго присесть, у меня будет небольшое объявление. Вот. Вы знаете, что у нас есть традиция такая хорошая в церквях наших евангельских праздновать такой своеобразный День Благодарения. Мы его называем жатва. День, в который мы приносим Богу дары, больше которые нужны нам, для церкви. Господь благословляет нас на наших огородах, в наших лесах. И сейчас вот это время жатвы, осеннее время, когда люди уже собрали все, что у них есть в огороде, и дожинают последнее в лесах. Кто еще не успел в лесу побывать в этом году, за ягодами сходить? У вас вот есть еще неделя до заморозков. Сходите, насладитесь природой. И еще пока хорошей погодой, пока еще плюсовая. Вот. Да даже если грибов не соберете, просто прославьте Бога в лесу. Он достоин этого. Вот. А я предлагаю всем нам явиться сюда 2 октября со своими друзьями. Вы знаете, праздник жатвы – это хороший повод пригласить своих соседей по даче. Ну, на самом деле, сказать: слушай, вот сколько ты картошки сегодня собрал в этом году? У меня сосед собрал 14 ведер. Говорит, посадил 2 ведра с половиной, а собрал 14 ведер. Вот. Есть повод сказать: ну, слушай, ну как ты думаешь, что тебе дал такой хороший урожай в этот год? Пойдем в церковь, у нас есть День Благодарения, в котором мы Бога благодарим за вот эту картошку. Вот. И вообще посмотришь, как живет церковь нетрадиционная. Вот. Поэтому я приглашаю вас и прошу, чтобы вы пригласили своих соседей по даче, своих соседей по площадке, своих родственников, потому что, это повод, это хороший повод, потому что мы здесь будем говорить о чудных делах Божьих, будем вместе благодарить, а еще потом после собрания вместе будем вкушать то, что вы принесли, вот, и то, что приготовят на кухне в этот день.
Вот. Вкусно поедим. Вот это для кого-то, может быть, это тоже предлог прийти в церковь. Не все ж так хорошо готовят, как у нас на кухне. И не у всех такие вкусные заготовки, как у наших сестер и братьев в закромах. Пусть от щедрот наших питаются. Вот, потому пусть благословит Господь быть готовыми 2 октября прославлять Бога вместе с нами. Будьте готовы делиться всяким добром. Вот, ну и просто быть вместе. Посидеть по-семейному, побыть по-семейному. Потому что, хочу сказать такое определение. Вот наша церковь – это семья, на самом деле. Здесь больше такие семейные отношения. Не в каждой церкви так люди, сидя за столом, так общаются обо всем, как в доме за столами общаются. Это хорошая традиция, это хорошие отношения, это правильные отношения в церкви. Вот, потому что мне приходилось бывать в церквях, где такая есть холодность. Послушали Слово Божие и разошлись после собрания, там даже не подойдя, не спросив, как у тебя дела. Хотя бы формально. Вот. Тут же все-таки не только спрашивают, как дела, а еще пытаются помочь в этих делах, если есть какие-то трудности. Так должно быть в настоящей церкви, в настоящей семье. Ну что, пусть Бог нас благословит. Сейчас у меня осталось еще 2 миссии. Вот, это поздравить именинников и помолиться за нужды. Начнем с хорошего. Начнем с поздравлений. Я прошу подняться на сцену тех, у кого на этой неделе было день рождения. Всех, потому что, может быть, кто-то из новых людей, которые присоединились к нам недавно, к нашей семье, и у нас, может быть, где-то не записано ваш день рождения, потому что мы стараемся вести учет дней рождения, чтобы вовремя поздравить. А кто-то, может быть, ходит уже в церковь, и у него на этой неделе был день рождения, но мы об этом еще не знаем. Я тоже прошу, пожалуйста, поднимитесь, мы вас тоже поздравим. Пусть Бог благословит. Да. Пока только одна Надежда Ивановна на этой неделе имела радость рождения. Хорошо. Надежда Ивановна, хорошо вам жить с Богом? А вот какой для вас праздник больше? День вашего рождения или тот день рождения, в котором вы родились в новой жизни? Я могу вам сказать то, что действительно, когда Господь нам дает нам родиться, это, конечно, хорошо. Но когда мы рождаемся в Боге, еще лучше. Потому что в Божьем присутствии и Богом, когда мы рождаемся, жизнь меняется, и она становится более яркой, более красочной. И наши трудности, мы делим наши трудности. Не то, что как мы делим, а Господь, Он берет практически наши нужды на себя, потому что мы бы эти нужды не смогли нести. Эти радости, которые нам дает, мы бы не смогли перенести, потому что мы делим это тоже с Богом. Слава Богу. И я рада за это. С Богом мы все можем, с радостью. И я благодарна Богу, что Он меня родил. Слава Богу. Но вы знаете, вот в нашей земной жизни есть такая великая привилегия, которая, наверное, не будет на небесах. Праздновать наши земные годы жизни. Я думаю, на небесах никто вас не поздравит с рождением на земле. Там будут каждый день праздновать рождение свыше, рождение в Боге. Каждый день будут праздновать и радоваться. А вот уже никто не вспомнит, в какое число родился кто на земле, потому что написано, что там не будет больше времени. И месяцев больше не будет. Представьте, вот каких-то вещей на небе не будет. Не будет февраля, не будет никогда сентября. Вот. А сегодня мы можем вот эти земные годы наши чествовать Бога за то, что мы родились на земле, за то, что Бог нам дал вот эту возможность увидеть этот мир, а главное в этом мире найти Бога. Хорошо, давайте мы помолимся, встань на наши ноги, благословим сестру нашу Надежду, вот, чтобы у нее еще на земле было много таких праздников ежегодных, в которые мы будем ее чествовать за ее земное рождение. Отец Небесный, спасибо Тебе, Господь, за всех, Господь Боже, рожденных на земле, Господь Бог мой Отец, что у нас действительно есть эта дата, Господь, у каждого, Господь Бог мой Отец, и она проходит, эта дата, через всю нашу жизнь с нами, Господь, и мы иногда ждем на земле этого дня, потому что в этот день приходят наши родственники поздравить нас, благословить нас. Мы в этот день в центре внимания, Господь Бог мой Отец, и нам это приятно, Господь, и это Ты сделал тоже для нас этот праздник, Господь. Я благодарю Тебя за сестру Надежду, Господь Боже, что Ты дал ей несколько лет назад родиться, Господь Боже, на земле.
И она сегодня с нами, она сегодня перед нами, Господь, и мы можем ее поздравить от искреннего сердца с этим праздником ее, Господь Бог мой Отец. И пусть эти года на земле не будут никогда обременением для нее, Господь, чтобы она их не считала уже, а просто радовалась тому, что она перешла из этой жизни в жизнь вечную, Господь Божий, и уже никогда не кончится, Господь Божий, это время для нее, Господь Бог мой, она будет жить всегда, Господь Бог мой. Но сегодня, живя на земле, Господь Бог мой, пусть день рождения, Отец, будет хорошим поводом, Господь, прославить Тебя ей и ее родным, Господь Боже. И я славлю Тебя и благодарю, любящий добрый Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Я просто хочу посвидетельствовать на этой неделе. Вообще такая благословенная неделя у меня была. В воскресенье после нашего служения приезжали сестры с Ямала из Мурманской области, Сама. Наверное, знаете, когда у нас была библейская школа библейская, мы учились малые народы. И в нашей группе была Ольга Григорьевна, она сам, и Алла, она с Хантов. И они приезжали по миссионерской работе. Ну, когда мы учились, и вот Бог побудил им приехать. Сначала они ездили по Малонининскому округу, ездили там, потом приехали сюда, и потом отправились уже в Питер. И здесь общение, которое у нас было, мне, конечно, за это время вот мы вспоминали вот эти 3 года, которые происходили. Я вспоминала, что было начало и что было конец. И я думала, что вроде бы ничего не поменялось в моей жизни, а оказывается, очень много в нашей жизни меняется, и меняется кардинально. И когда они уехали, я просто заболела. И я просто молила Бога. Я говорю: Господь, вот эта неделя еще должны были приехать сестра из Воркуты и Лена, наша миссионерка с Беларуси. Они должны уехать в Белоруссию. У них школа будет душепопечения. Я должна их встретить и проводить. И в субботу я очень сильно болела, но вот Господь дал вот это исцеление, вот какое-то вот исцеление, четверг, пятницу, вроде бы все нормально было. И когда я их проводила, и потом должны были уехать в Москву Вася и Марина. Вот все как-то этой неделе у меня получается, что вот кого-то встречала, кого-то провожала, и Василий и Марина говорили, что нам срочно надо уезжать, мы, говорит, не можем попрощаться, ты попроси, говорит, от нас прощения, попроси, говорит, что мы не смогли со всеми попрощаться, но мы, говорит, вас всех любим и благодарим за поддержку, за молитву, потому что они уже позвонили мне и сказали, что на машине они приехали в Москву, с машиной все хорошо, все нормально. И точно так же вечером я опять заболеваю. Я не знаю, что, конечно, было со мной, вот. Но точно так же я призываю Бога, кровь Иисуса Христа, Его помазание, Его Святого Духа. И сейчас я стою перед вами. Я знаю, что Господь меня исцелил, и Господь мне дал силы стоять. Сегодня, у меня 18 сентября, сегодня день рождения. Именно сегодня, когда я родилась, сегодня, когда меня Дух Святой крестил своим Духом, и была я рождена для Бога, для того, что сейчас Господь мне приготовил для Его служения. И я очень благодарна. Благодарна, потому что Бог со мной, Бог в моем сердце, Бог меня наставляет, обличает во всех моих шагах. Почему? Потому что я вижу Его руку на мне, и я очень, очень благодарна. И еще хотела, вот сегодня такое было, когда выходила, мне вот такое пришло мнение, попросить у всех прощения. Я прошу вас всех простить меня, потому что
раньше, та, которой я была другим человеком. Сейчас, когда возродил меня Дух Господень, и возразил меня Господь, и родил меня, я просто хочу просить у вас прощения, потому что за то, что когда-то было, я, может, обижала вас, не так сказала, но я всегда. Я еще, да, может быть, я еще делаю эти ошибки, но все равно, Господь, если я действительно обидела кого-то, простите меня, пожалуйста. Простите, потому что Господь меня простил. Господь меня вывел. Как мы сегодня пели, Он вывел нас из темницы и вел нас в своего царства, Божье светлое царство. И если я буду прощать, то Господь меня простит. Спасибо вам. Аминь. Сестра, подождите, пожалуйста. Так у нас не принято, чтобы без подарка уходили со сцены. Я хочу, чтобы вы сейчас сами выбрали себе подарок, не заглядывая в коробочку, и прочитали то слово, которое выпало вам на сегодняшний день. «Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его». Это для вас. Спасибо большое. Хорошо, друзья. Есть вот такой момент в церкви порадоваться за человека, близкого нам, за сестру, за брата. Вот. Но есть еще такая нужда помолиться за людей, которых нам не выпало сегодня честь увидеть. Они болеют, и у нас есть нужда сегодня помолиться за исцеление братьев и сестер, которых из-за болезни нет с нами. Вот. И помолиться за те нужды, которые есть у нас в нашей бытовой жизни. Вот. Но я сначала прочитаю эту единственную записку, которую мне принесли. «Помолитесь за моего мужа, Турумова Сергея, чтобы выявили причины заболевания, и за моего сына Владимира, чтобы не беспокоил животик. Турбанова Вера». Да, Вера, мы сейчас будем молиться как раз за больных. Это сегодня единственная нужда у нас в церкви. Помолиться за тех, кто в этот осенний период где-то зацепил, может быть, инфекционное заболевание, может быть, просто протянуло этими холодными ветрами. Я сам на прошлой неделе переболел, у меня до сих пор эти последствия, вот, кашляю, вот, слабость такая, в пот бросает. Тоже нуждаюсь в вашей молитве за исцеление. Наш пастор Даниил и его супруга, они тоже сегодня наблюдают онлайн это служение, они с нами, вот, но воздержались быть в нашем присутствии, чтобы кого-то не заразить, и это уважительно в отношении нас. Вот. Кого-то еще нету сегодня с нами по болезни. Давайте мы всех вспомним, встанем на ноги, помолимся за исцеление наших сестер, братьев, потому что мы нужны на земле, у нас еще много труда у всех для Господа. И потому болезни, которые нам мешают, пусть уйдут из нашей жизни, не будет никаких препятствий для того, чтобы сегодня трудиться во славу Его. Отец мой Небесный, Владыка Святой Господь, я вместе с церковью сегодня имею нужду, Господь Бог мой, общую нужду за укрепление нашего здоровья, за исцеление от всех недугов и болезней, которые сегодня цепляются к нам, чтобы помешать нам, Господь Бог мой, жить полноценной жизнью, Отец. И я понимаю, что эти болезни, они от дьявола, Господь, на земле, Господь Бог мой, потому что Ты сотворил человека, Боже, и дал от начала ему здоровый дух, здоровое тело, Господь. И воля Твоя есть в том, чтобы мы были здоровы, чтобы в нашем здоровом теле был всегда здоровый дух, Господь Бог мой Отец. И мы знаем эту волю, и мы знаем, что на крест Голгофы Ты взял наши немощи и понес наши болезни, Отец, для того, чтобы мы сегодня, взирая на этот крест, как некогда израильский народ взирал на медного змея, исцелялся каждый человек от всякого недуга, отдавая их на крест Голгофы. И мы сегодня, Боже,
благодарим Тебя, что, взирая на этот крест, мы можем иметь здоровье и исцеление, Господь Бог мой. И сегодня мы потому и стоим перед Тобой, многие еще здоровые, Господь Божий Отец, на своих ногах, имея собственное зрение, собственный слух, потому что Ты созидаешь нас. Твоя рука созидает нас как от рождения нашего, так и до ныне, Господь Бог мой. Благослови наших заболевших, Господь Божий, Сергея, Владимира, Даниила, Господь Бог мой Отец. Боже, всю его семью, Боже, благослови, Господь, потому что Ты знаешь, что недавно сын их, Господь Божий, Тимофей, тоже переживал недуг в своем теле, Господь, но сегодня Ты его уже восставил, потому прошу, восставь, Господь Боже, всю эту семью, Господь Бог мой Отец, чтобы ни одна болезнь больше не вошла в этот дом, Господь Боже. Выставь свою защиту и охрану нашим жилищем, Господь, от всех наших недугов. А нам помоги просто одеваться по сезону, Господь Бог мой, не искушать Тебя, Господи Бог мой Отец, неправильными поступками, потому что и через это иногда приходят болезни, физические недомогания, Господь Бог мой Отец, научая нас, как нам должно поступать и беречь себя. За все благодарю Тебя, уже заранее благодарю за все эти исцеления. Заранее благодарю, потому что знаю, что Ты отвечаешь уже сейчас на эту молитву, и уже здоровый дух, Господь Бог мой, Он в нашем теле возобладает, Господь, над всяким недугом во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Если есть какие-то нужды, не заявленные в записках, вы можете сейчас еще успеть заявить их, чтобы мы с места, чтобы мы могли помолиться за всякую вашу нужду. Хорошо, да благословит Господь вас всю эту неделю, восполнит всякую вашу нужду тайную, которую вы, может быть, не заявили сегодня, и сохранит вас от всяких недугов, от всяких болезней, благословит ваш дом, наполнит его всяким благом. Это мое пожелание для каждого из вас. И этого желает Господь, чтобы мы были счастливы. Аминь. Сейчас я приглашаю брата Алексея поделиться тем самым желанным словом, о котором я сегодня говорил, что мы должны желать этого слова. Вот, и мы хотим сегодня услышать что-то о себе. Вот, спасибо. Во-первых, очень рад вас видеть. Хотел сказать мир Божий всем. Мир Божий всем. Мир Божий, мир вообще, слово мир в Библии 777 раз посмотрел. Так, слава Богу, что Бог любит это слово, говорит нам всегда мир Божий. Хочу, во-первых, тоже помолиться, чтобы Господь благословил и меня, и вас услышать Его Слово для себя, для внутреннего человека. Что вас беспокоит, чтобы вам это помогло? Потому что мы сюда приходим к Господу, мы сюда приходим услышать Его Слово для своей жизни. Так ведь? Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы здесь ради Тебя, мы здесь ради Твоего Слова. И просим Духом Святым, напоминай нам то, что необходимо именно сейчас. Мы хотим слышать Твой голос, мы хотим идти за Тобой, мы хотим не только слышать, но и исполнять то, что Ты хочешь нам сказать, каждому лично из нас. Что Ты хочешь сегодня сказать? Открой нам через свое Святое Писание, через Духа Святого. У нас есть все. И мы молимся Тебе, открывай наши сердца. Мы готовы слышать Тебя, Господь. И просим Тебя, сойди на нас Духом Святым, на каждое сердце, на каждого открытого человека, чтобы действительно наши проблемы, наши нужды решались. И Твои тоже, Господь. Твои планы на нашу церковь, они решались. Чтобы мы увидели жизнь, чтобы мы увидели самого Тебя, чтобы мы меньше видели себя, а больше видели Тебя.
Прошу Тебя, благослови, Господь, на это слово, которое, я надеюсь, Ты мне дал, и прошу Тебя, благослови. Аминь. Вот, дорогие братья и сестры, я уже следую за Господом с 94 года того века, это уже 28 лет. И первый раз себе позволил не быть 3 воскресенья подряд в церкви. Позволил себе отдохнуть. И очень хорошо отдохнул всей семьей. Мы ездили на юг, летели над Кавказскими горами, очень красиво. Видели эту Божью природу, ходили в горах, видели Его море, которое Он сотворил. Библия говорит, это я сотворил море. Красиво. Отдыхать – это тоже хорошо. Я понял это. Всем желаю тоже отдыхать, набираться сил и трудиться также для Господа. И сегодня такой риторический вопрос, зачем мы здесь собрались, зачем мы сюда пришли, зачем мы в церковь ходим. Сейчас все есть онлайн, можете сидеть дома, слушать, да, можете любых других проповедников, да, услышать. Но мне всегда кажется, и всегда я верю в это, что Бог говорит лично каждой церкви слово. Есть хорошие проповедники, что-то ты получишь от Духа Святого. Но ты здесь, в этой церкви, Бог тебя поместил в эту церковь, и Бог хочет что-то говорить именно для тебя и для этой церкви. Действительно, для этой семьи. Для каждой семьи Бог что-то хочет говорить. У меня было мало времени для подготовки, но, с одной стороны, очень хорошо, что Бог сам иногда говорит, не готовьтесь. В каких-то моментах бывает, что так жизнь поставит тебя там перед правителями или перед кем, перед судьями, и ты должен будешь не готовиться, а просто Дух Святой будет говорить. Поэтому я тоже сегодня рад этому, что у меня было мало времени для подготовки, но в то же время я думаю, что Господь вам скажет что-то сегодня. Когда Данил позвонил и предложил сказать слово, я всегда в таком состоянии, когда это как вызов тоже, это вызов для меня. Я не проповедник, то есть я не волшебник, как мальчик с пальчик говорил, да, я не волшебник, но я учусь. Я не проповедник, и я себя считаю этим мальчиком с пальчиком, но я принимаю этот вызов, и я верю, что Господь тоже меня использует. Поэтому я очень рад тоже этой чести стоять перед вами, перед церковью. И в этой церкви я уже с 2001 года тоже пришел, когда в церковь, то есть это не первая моя церковь, та церковь, которая была у нас, в которой я покаялся, первая церковь, она тоже прильнула к другой церкви. И поэтому, когда я был в миссионерской поездке, приехал, в нашей церкви не было, у меня был выбор, в какую церковь мне идти. Потому что другая церковь, в которую прильнула та церковь, в которой я был, у нее было немножко другое учение, не такое, как в нашей. И помню разговор с Федором Величко, когда мы были на корабле «Курсант», ездили многие церкви по реке Печора. И я был в этой каюте, где Федор Величко. И мне понравилось, как он утешал, общался со мной. И помню, он так сказал: «Эх, если бы ты был в Воркуте, ты бы был в моей церкви». И, по-моему, он сказал, что второй раз попасть в церковь – это все равно, как второй раз жениться. Это очень сложно. Первый раз ты можешь по глупости так женился, и там уже как получится, да?
А второй раз ты уже выбираешь, ты уже более серьезный. И было действительно сложно. Причем, представьте, коми-церковь, я русский человек, прийти в коми-церковь, где на коме все служение, да? И Господь меня сюда привлекал. И также я спросил, помню, у пастора, что мне мешает быть в этой церкви? Он говорит, ничего. А что я должен сделать? Да ничего, все нормально. То есть мое желание, только мое желание. Сегодня я тоже буду говорить о желании. Каково наше сегодняшнее желание? И начну с отрывка. Я вас сразу успокою. Я надеюсь, что проповедь будет очень короткой. Потому что всего лишь один отрывок. Бог положил мне на сердце. Конечно, что-то, если я вспомню своими словами, буду говорить. Какие-то другие места Писания, может, я их не помню, где они. Но один отрывок, он мне, конечно, показался сложным, тяжелым, но, надеюсь, нам Господь как-то его так пояснит, объяснит, и он не так будет тяжел для нас. Этот отрывок, он есть в разных Евангелиях, в 3 Евангелиях. Но я выбрал Матфея 19 глава, 16 стиха. Всем известен этот отрывок о богатом юноше. Давайте прочитаем. «Вот некто, подойдя, сказав ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» И Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Вот такой длинный отрывок. И попробую немножечко так тоже поразмышляем вместе. Попробую те мысли, которые я тоже толкования слышал разных там проповедников, экзегетов и так далее. Попробую по памяти вспомнить. То есть я для себя не записывал, что отложилось в моем сердце. И посмотрим параллели, что для нас, как для нашей церкви это, как для наших сердец это пригодится. Давайте вот с 16 стиха. «Вот некто, подойдя, сказал ему». В других Евангелиях поясняется, вот там юноша, да, был, потом там говорится, что юноша подошел, потом в
в Евангелии от Луки сказано «один из начальствующих». То есть мы знаем, что этот юноша подошел, был начальствующий. Начальствующий, один, значит, комментатор Библии говорит, что это, возможно, был один из начальников синагоги. Представьте, юноша и уже начальник синагоги. И мы понимаем, что он был богат, то есть богат был материально. То есть это не притча, это не иносказание, это по-настоящему то, что было записано, да, то, что было, реальная история. Вообще в Иудее в те времена многие исследователи говорят, что если к тебе приходит богатство, значит, это приходит благословение. То есть, в принципе, этот юноша уже был благословен. То есть он был богат, ну, возможно, от родителей, да. И дальше мы читаем. Он ему говорит: «Учитель благий». Опять же, в иудаизме, да, благий нельзя говорить людям. То есть они говорили это по отношению к Богу. И то есть вот это выражение «учитель благий», он в то же время не признавал его, как бы не мог, что ли, как начальствующий, да, сказать прямо, как многие говорили, «сын Давидов, Господи». Потому что, по-моему, в Евангелии от Марка сказано, что он подбежал и упал на колени перед ним. И кто обычно падал на колени перед Господом, все говорили «Господи» или «сын Давидов». А он ему сказал «учитель благий». Может быть, вот смотрите, Иисус ему говорит: «Что ты называешь меня благим?» Давайте порассуждаем. Ты определись, как бы он ему говорит. Если я Господь, потому что мы не можем говорить, он говорит, мы не можем говорить людям «ты благой». Мы тоже ведь знаем, что человек, по сути, недобрый. Мы все во грехе родились, да? И мы можем, конечно, сказать, что он человек – это очень добрый человек. Но иногда бывает, что он вспылит там или что-то так. Но, то есть, а иудеи, они очень были строгие, да, такие. И они не могли так сказать. И он вроде хотел как-то, понимал, что это какой-то больше, чем учитель. Понимаете, да? Больше, чем человек. То есть он ему обратился как бы двояко. И вот он его и спрашивает, Иисус: «А что ты называешь меня благим? Ты меня считаешь Господом или нет?» То есть это был вот такой вопрос. И он ему еще поясняет и всем слушающим. Там же были люди. «Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». То есть, возвратимся. Вот он сказал: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Сегодня как мы можем ответить на этот вопрос? Что сделать нам доброго? Мы же знаем, что добрыми делами мы жизнь вечную не приобретем. Смотрите, но Иисус ведь как-то спустился на этот уровень, зная, что еще Духа Святого не было, знает, что они знают Писание, все иудеи, и Он говорит: соблюди заповеди. И можно было бы разговор на этом закончить. И нам тоже, да? То есть, что нам сделать, чтобы жизнь вечную приобрести? Соблюдай заповеди. И как будто бы не зная,
или как будто бы хотел проверить, этот богатый юноша хотел проверить, может быть, у него какие-то другие есть заповеди, еще дополнительные. И он спрашивает, какие? Смотрите, Иисус не стал ему все 10 заповедей говорить. И многие исследователи говорят, что он зачитал заповеди со 2 скрижали. Там было 2 скрижали, 5 заповедей на одной скрижали, которые относятся к Богу, и 5 заповедей, которые относятся к человеку. То есть он ему начал говорить о человеческих взаимоотношениях. Что Иисус больше ценит? Как мы друг к другу относимся? Если ты любишь человека как самого себя, то ты, в принципе, уже любишь Бога. Может быть, он еще дальше смотрел вглубь этого человека, да? Соблюдаешь ли ты вот эти заповеди? И вдруг он получает ответ. «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». Мы, конечно, можем сказать, что мы соблюдаем заповеди. Тоже мы стараемся, мы любим Бога, не курим, не пьем, не материмся, не крадем, не убиваем. Да? Мы же это тоже можем говорить. И Иисус, в принципе, не осудил его, не стал его поправлять. Да ты не можешь не соблюдать. То есть, ведь мы-то знаем, почему Ветхий Завет рухнул, можно так сказать. Почему Новый Завет нужен был? Потому что никто не может соблюсти эти заповеди. Мы всегда где-то будем ошибаться в чем-то. Но Иисус тут не стал упрекать этого молодого человека, сказал, он даже наоборот посмотрел на него и полюбил его. Человек искренний, да? Человек с детства, с юности наученный, благочестивый. Вот давайте посмотрим на него. Какой это человек? С детства, значит, он, наверное, был в семье верующих. Рано даже стал начальствующим. От юности соблюдал заповеди. А что за крик души-то? Что к нему его привело, чтобы броситься перед Иисусом, назвать его учитель благий и говорить, что-то мне не достает? Я заглянул, такое отступление, я заглянул просто в энциклопедию, что такое вообще богатство. И самое интересное, для меня тоже так удивительно, что мирские люди пишут, да, это же в энциклопедии это в основном как, скажем, мирские люди создают эти энциклопедии. Что богатство – это прежде всего нематериальное, а потом еще и материальное. То есть и нематериальные вещи, которые у человека есть, и материальные. И есть такие факты, нам всем известные. Допустим, миллиардеры, миллионеры люди, да, имеющие все. У них есть все. Но они, бывают, жизнь самоубийством закончат. Из-за какой-то вещи там, да. И вот мы вполне можем понять этого человека молодого, да, что что-то ему недостает. Он что-то внутри чувствует, ему что-то недостает. Вот вы себя чувствуете таким, что вот, в принципе, мы столько лет здесь в церкви, но чего-то чуть-чуть недостает. Вот Мирослав, допустим, я часто слышу, когда его проповедь прослеживается, он хочет видеть, чтобы все были вот прям проповедниками, евангелистами. Все вот ушли вот на это, вот прямо сегодня же прям как все вышли, и все пошли раздавать Евангелие, все проповедовать. Прям это чувствует, что он видит этот недостаток в нашей церкви, что мы сидим, ничего не делаем. Я это понимаю. Но смотрите, что я тоже хочу дальше говорить. Я помню, Данил тоже проповедовал часто, что потом как-то успокоился, что мы не служим Богу, что мы вообще просто сидим и не служим Богу. То есть он видит, что мало служителей. И вот помните у Христа тоже, вот
как насчет жатвы, да? Жатвы много, делателей мало. Это Иисус сам сказал. Я вижу проблему в нашей церкви, что делателей мало. Не то, что евангелистов мало, служения мало кто в церкви, а просто делателей. Чтобы кто-то что-то хоть делал. Чтобы делали. Молитвенники. Там. Кто к чему призван, кто кому чего. Бог может призвать тебя просто на молитвенное служение, просто на какое-то служение. Мы раньше даже вокруг домов ходили, молились. Кто-то там сказал, что вокруг дома можно ходить, и там кто-то покается. Ну, знаете, всякое бывает. Служений у Бога много. Читаем дальше. Чего недостает мне? Это такой вот, как бы такой вопрос всех нас касается. Или мы всем довольны, у нас все есть. Конечно, апостол Павел говорил, что вот это счастье это в том, что ты доволен всем. Вот по христианскому выражению быть благочестивым и довольным. То есть благочестие, оно не для прибытка, а просто это твоя жизнь, ты любишь Бога, соблюдаешь Его заповеди, и ты доволен этим. И ты просто живешь, и вот ты будешь тогда счастлив. И вот смотрите, Иисус не упрекает, опять же, да, этого юношу. То, что касалось спасения, соблюдения заповедей, это спасение. Но раз ты спрашиваешь меня, чего мне недостает, и вот тут Иисус поднимает вопрос совершенства. Иисус сказал, если хочешь быть совершенным, то есть, понимаете, мы можем прийти в церковь, оставить, покаяться в грехах, приходить в церковь, молиться просто за все нужды, и успокаивать себя, и мы попадем в Царство Божие, да? Попадем в вечную жизнь. Но как вызов у нас всегда будет какое-то недовольство. И Иисус говорит нам, как будто как этому юношу, если хочешь быть совершенным, а вспомните апостола Павла, который говорил, все почитаю за ссор ради превосходства познания Господа моего. То есть он вообще все оставил. Я уже забежал вперед немножко, да? Но пусть это для нас будет как бы самым главным вот этим критерием. Почитаем ли мы все за ссор, или еще мы пока то, что у нас есть, считаем богатством. Вот сейчас мы до этого дойдем. Если хочешь быть совершенным, Иисус говорит, так, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Какие вот это сложные слова. Почему вот я назвал это сложным текстом? Вот это сложное место трактуется всеми по-разному. И очень сложно воспринять. Неужели нам всем, допустим, надо что-то продавать? Все. Мы видим по Библии, там были такие апостолы, как, допустим, Варнава, да, который все свое имение, он был богатый, продал к ногам апостолам. Мы вспоминаем Ананию и Сапфиру, да, которые попытались быть такими же, но немножечко для себя оставили. И это страшно для них, страшно закончилось. И даже вспоминаются слова апостола Павла, который говорит, если даже тело свое отдашь на сожжение, если все продашь, все, но любви не имеешь, вот смотрите, уже ключ, но любви не имеешь, то это бессмысленно. Бог есть любовь. Может быть, с этого надо было начинать. И я очень хотел бы, чтобы
Господь явил свою любовь нам сегодня. Явил себя как милосердный, как вот любящий, который гладит нас по головке. И мы так рады, потому что Он наш Отец, который нас обнимает, который нас любит, носит нас на руках. И не говорит нам: отдай все, продай все. Понимаете? Отвергни себя, возьми крест и умри за меня. То есть, по сути, Он говорит: просто иди и умри за меня. Ну, как так? Мы можем сказать: ну, это богатый юноша. Мы сегодня не богатые. Мы сегодня, каждый из нас, нет таких миллионеров там или что-то, да? Но еще сложнее представить, каково было труднее вот ему отречься от этого, да, от этого богатства. И он не ожидал такого, он опечалился, да? Мы читаем дальше, что он опечалился и отошел. Интересно, имея такое богатство. А мы же вот даже по существу, вот смотрите, мир, он лежит в чем? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. То есть если мы иногда плоть, знаете, она постоянно в нас живет. То есть мы ее должны умерщвлять день ото дня. Но если мы чуть-чуть допустили, где-то не помолились, не пободрствовали, и мы что-то для себя взяли, как Ахан там, помните, да, или кто-то, что-то заклятое взяли. И как трудно от этого отстать. Это для нас становится каким-то маленьким идолом, каким-то богатством нашим, которое мы с собой носим, лелеем. И иногда не обязательно быть таким большим богатым. А вот ты себя сегодня проверь. Вот что тебе мешает, я и себе говорю, ты себя проверь. Что тебе мешает просто вот пойти за Христом полностью? Вот следуй за мной. Вообще, вот эта тема проповеди моя «Следуй за мной». Как услышать Его голос? И если ты услышишь, смогу ли я последовать за Ним, а не опечалиться и отойти, сказать: «Не, Господи, я не могу». Представьте этого богатого юношу, поставьте себя на его место, который отошел и пошел печальный, и думая: ну как я сейчас вот могу все взять и отдать? Как? Смотрите, весь смысл даже в том, если бы нам сегодня Христос, вот прямо, вот сам Господь, Творец неба и земли, сказал, допустим, Алексей: сейчас отдай все и иди за мной. Если бы я на 100% был уверен, что это Господь, я бы не задумываясь бы, правильно? И каждый из нас бы не задумываясь бы: ну как ты Творцу воспротивишься? Ты же все потеряешь, если ты не пойдешь за Ним. Ты же потеряешь такие благословения. Мы же знаем, что мы должны выбирать Божье. Тогда нам будет благословение. Когда я пришел к Богу, мне мама тоже говорит: сходи на дискотеку, так ведь и не познакомишься ни с кем. И я сказал сам себе: я буду как апостол Павел, но никогда не женюсь, если это не будет от Бога. Я должен убедиться в 100%, что это будет от Бога. Я не знал, как Господь меня будет убеждать, и у меня не было ничего, кроме Библии, я ее только и читал. Ну и вот так вот молился, и Бог меня убедил. Понимаете, я даже противился немножко, да? Но Бог знает, как убедить. То есть я хотел жениться, но я не хотел не от Бога. Я 100% хотел, чтобы это было от Бога. Я должен был быть уверенным, что это будет от Бога. Потому что там была история, я очень сильно обжегся, я не хотел больше обжигаться. Так же, как вот я говорю, с выбором второй церкви. Я не хотел обжечься больше, я не хотел ходить по церквям по разным. Так, смотрим дальше. Господь вообще сказал: будешь иметь сокровища на небесах. То есть Господь хочет ли, чтобы мы все ради Него отдали и ничего не получили взамен? Господь сказал, что у тебя будут такие сокровища там. То есть можно даже так немножко поразмыслить, а что будет на небе? Мы не будем, как, знаете, облако летать все вместе там.
такие бестелесные. Я там думаю, там тоже будет какая-то иерархия. Там есть ангелы, архангелы, мы уже что-то знаем немного. Там будут апостолы, которые все отдали ради Иисуса. Все отдали, и жизни отдали. И они будут там выше нас. И это слава Богу. И хорошо, что там будет такое, да. Когда-то я думал, да мне бы лишь бы ковриком быть. Мне лишь бы там у порога быть, да. Мы все так, вот просто мы так любили Господа, и мы понимали, что мы такие грешные, что нам хотелось бы хотя бы, чтобы Бог нас на порог пустил. И мы бы там лежали и радовались, и благодарили Бога. Но когда ты идешь дальше за Богом, ты понимаешь, что даже вот апостол Павел говорил, и готовь мне венец. Он так был уверен, да, в конце жизни. Мне уже Бог открыл, и мне там венец готов. Я не думаю, что он был сам из себя так самовозвысил. Я еще хочу сразу сказать, что мы, вот сколько мы уже живем без советской власти? С 91-го года где-то, да? Россия появилась, и занавес открылся, церкви начали сильно проповедовать Евангелие стали. То есть уже больше 30 лет. И мне кажется, с моей стороны, что церкви превращаются, немножко так, превращаются в богатых юношей. То есть мы становимся такими немножечко... представьте, как мы раньше пришли к Богу. Пели просто по сборникам, даже без гитары бывало. Просто молимся на коленях. Собирались по квартирам. Непонятно где, могли даже и на улице собраться, в парке там. И мы были в чем-то даже свободны. А сейчас у нас как-то все есть, все, мы что-то приобретаем, мы какие-то знания приобрели, мы стали умнее, мудрее. И в этом плане, в каком-то плане мы становимся богаче. Особенно те, церкви, которые вообще теологию берут, вот это процветание, что отдай Богу десятину, и Бог тебя благословит, и ты будешь вообще таким богатым. И это неплохо. И знаете, богатство – это действительно неплохо. И в одном месте из Евангелия, вот этот же отрывок, там Иисус поясняет, что надеющийся на богатство. То есть не богатый человек, не богатому человеку трудно войти, а надеющемуся на богатство. То есть само богатство по себе – это инструмент, который ты можешь использовать тоже для Царства Божьего, и не обязательно все раздавать. Юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Отойдем ли мы сегодня с печалью? Или мы скажем: Господи, да мне, как мы сейчас вот в этих песнях, вот песни сегодня, они очень подходят к этому слову. Вначале мы пели «Жаждет Тебя душа моя». Потом «Я мечтаю только лишь любовь Твоя, только лишь куда Ты поведешь меня». То есть мы так хотим в песнях выразить, что мы готовы на 100% идти за Господом. И очень интересная мысль еще. Услышав, ученики весьма изумились. В другом месте написано «ужаснулись». То есть их охватил ужас. Если иудеи считали, что богатство – это признак благословения, а они нищие, вообще не благословенные, так скажем, да, то если богатому не войти в Царство Божие, то как нам, нищим-то, войти в Царство Божие? И вот они ужаснулись. А кому же можно будет спастись? И Иисус уже всем говорит: человеком этого невозможно. Богу же все возможно. То есть Он подвел такой нам итог, черту, что как бы мы ни старались, мы себя спасти не можем. Никого.
Никого ты не можешь спасти, ни сам себя даже не можешь спасти. Потому что делами-то мы не спасемся. Даже если бы этот юноша побежал, быстренько все отдал и пришел, это еще не факт, чтобы он спасся, правильно? Поэтому он говорит, это невозможно. Бог знает наше сердце, что мы можем сделать, что нет. Я всегда думаю, когда с кафедры говорят, вот мне Бог сказал, или вот Бог мне положил на сердце. И я думаю, как? Как Он сказал? Бог ли вообще что-то говорит? Я верю, что Дух Святой, Он наш утешитель, Он наш наставник сегодня, да? Он исполняет эту роль самого Иисуса. Иисус, я думаю, может в каких-то единичных случаях вообще лично прийти и кому-то что-то сказать. Вот как апостолу Павлу, да? Сам Иисус явился. Но я думаю, что с нами говорит Дух Святой. И мне понравился один проповедник, которого я вчера послушал. Он говорит, что мы Духа Святого вообще выгнали из церкви. Сегодняшние современные христиане выгнали из церкви. Каким образом? Служение превратилось в систему. Столько-то песен там, да? Молитва за это, молитва за то, потом это. То есть у нас есть такой образ, что мы должны сделать на служении. Вообще Господь, Он любит не повторяться. Помните даже, как Он исцелял людей? У каждого по-своему, по-разному. Да? Он не повторял одно и то же движение. Помните, как вот Моисей ударил по скале, и пошла вода. А потом, через некоторое время, Бог сказал Моисею, скажи скале. А помните, он ударил еще и ударил еще. То есть в нем жила вот эта система, которая может жить в нас. То есть мы делаем по старому образу, по старому образцу. Он ударил, вода пошла, но он не явил всей славы Божией. То есть он был немножко где-то невнимателен, хотя Моисей был наикратчайший человек. То что говорить о нас? Или еще один такой пример про Давида, когда филистимляне пришли, а филистимляне всегда приходят, то есть чтобы сделать зло. Враг всегда будет к нам приходить, чтобы сделать нам какое-то зло. И он вопросил Господа, пойти ли мне на них? Он говорит, пойди. То есть он пошел и разбил. А в следующий раз он говорит, пойти? Он говорит, нет, зайди со стороны, да, там, помните, он говорит, со стороны тутовых деревьев. То есть Господь всегда меняется, и Он хочет, чтобы мы тоже были послушными, не боялись, что ли, измениться, если мы где-то в чем-то не правы, все пересмотреть, все оставить и начать заново. И смотрите, как Петр за всех прям сказал. Прям он такой заступник Петр, сразу за всех сказал. Мы оставили все. Что будет нам? Мы оставили все и пошли за тобой. То есть он говорит, мы-то спасемся хоть. Иисус же успокоил. И Петра сказал, все нормально, Петр. И всем нам, как бы в будущее глядя, говорит, и всякий, кто оставит домы, братьев, сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат. Но кто из нас не хочет во 100 крат получить каких-то благословений? Может быть, нам кажется, на небе я еще точно не знаю. И вот насколько мы бываем такие, не служим Господу, да? Не идем на какое-то дело, потому что мы как будто не уверены. А вообще-то
может быть, и этого и не нужно делать. То есть мы иногда себя как-то успокаиваем. Боимся что-то лишнее сказать. Вот я, допустим, не хотел бы говорить, потому что я знаю, что кто-то говорит, допустим, здесь, и часто ошибается. А потом его по косточкам разберут, и скажут, он здесь неправильно сказал, он здесь. Да вообще он кто такой? Поэтому думаешь, я лучше промолчу, я лучше помолюсь. И вот все равно кто-то, все равно, если, помните, если вы затыкаете рот кому-то, камни вас запьют. Знаете, и камень, Бог найдет камень, и Он нам будет говорить. Слава Богу, что вот этот юноша показывает нам, вот эта история показывает нам, и мне показывает, что мы можем быть в чем-то такие богатые, что мы еще не оставили. Мы пошли за Господом, мы покаялись, да, но какие-то еще привычки, что-то в нас еще есть, с чем мы не расстались. Это действительно процесс. И я думаю, что Господь каждому из нас говорит в наши сердца, показывает, что нам где-то мешает. Вот пойди, продай, отдай все и следуй за мной. Поменяй образ мышления. Следуй за мной. Что я вот такие для себя мысли написал? Во-первых, как бы итог уже подвожу. Во-первых, он это предлагает добровольно. Кто хочет? Да? Он задал вопрос, кто хочет? В другом месте Писания, кто хочет идти за мной, тоже сказал, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Кто хочет? В то время крест для них, вот представьте, он им говорит, крест. В то время они видели каждый день, римляне вели, не они, вот, то есть они вешали этот крест, вот как сам Иисус нес этот крест, да? То есть они на преступников ложили эти кресты, и каждый день кого-то, каких-то злодеев распинали. И они несли свой крест. То есть для них был такой прообраз какого-то бремени, тяжести. Сегодня мы можем по-другому это сказать, да, что возьми свой крест. Кто хочет? Иисус не говорит, кто хочет быть совершенным. То есть следовать за Господом мы обязаны. Но если хочешь быть совершенным, то есть Иисус не принуждает, не заставляет, не упрекает, не убеждает. То есть Он не говорит, вот понимаете, пойдешь за мной, и вот тебе это я сделаю. Конечно, Он уже в конце, уже совсем уже Петр там расстроился, он сказал, да во 100 крат вам будет. Во 100 крат будет. Конечно, есть еще места, такие писания, где сам Иисус тоже предлагал кому-то «следуй за мной». И люди, помните, говорит, позволь мне сначала похоронить отца и так далее. Там есть тоже много таких всяких разных мест, где почему-то люди оценивают, раздумывают. Подожди, я поживу еще немножко, может быть, в конце жизни я пойду за тобой. Разреши мне. Я подумаю, я оценю всю выгоду и так далее. То есть человеку как будто нужно думать. Есть такие люди, много думают. Но можно в жизни многое упустить. Как апостолы, да, практически без раздумий, когда Иисус подходил им и говорил, следуй за мной. И они вставали, все оставляли и следовали за Ним. Без раздумий. Это удивительно, конечно. Это как чудо. Чтобы следовать за Иисусом, нужна вера.
Вот у этого богатого юноши, у него не было этой веры. То есть он был не уверен вообще. Потому что променял, считайте, Господа, да, Бога променял на свое богатство. Что такое богатство его, да, в сравнении с тем, что бы Господь ему дал? Это ничто. Нам вообще терять, по идее, нечего. Мы не такие богатые. Нам вообще сказал Господь, просто у нас проблема в том, что, наверное, мы не слышим Господа, не слышим Его призыв. Потому что ведь Господь не всем. Некоторые говорят: Господь, позволь мне идти за тобой. А он говорит: и лисицы имеют норы. А другому он говорит: иди за мной. И вот как мы сейчас здесь читали, да у меня валы, помните, да я женился. То есть иногда Господь зовет, мы не идем. Иногда человек хочет прийти, а он говорит: да ты лисица. И Господь как будто бы не боится, что за ним не пойдут. Смотрите, еще он не хотел быть сильно популярным, да, всегда, но его популярность была очень большая. И когда стала большая популярность, он им стал говорить: вы должны есть меня, вы должны пить мою кровь, и я вообще пойду, и меня распнут. И ученики, даже там было 120 учеников, которые уже вот вроде прилепились к нему, сказали: кто это может слушать? И отошли от него. И он тогда апостолам-то сказал, помните: а вы что здесь? Вы не хотите от меня отойти? Бог иногда нас тоже, Он такой непопулярный бывает уже. И мы иногда, бывает, так стесняемся, что мы верующие, да? И что мы в церковь ходим. И он говорит: а вы-то не хотите отойти? И Петр опять за всех: да у тебя глаголы вечной жизни. Мы все познали. А в итоге они все равно, они своими силами они не могли. Помните, все равно они отошли, то есть они все равно отходили от Него. Без Духа Святого они не могли следовать за Ним. И еще раз, когда уже после своего воскресения, когда уже Духа Святого они ожидали, Он сказал Петру: следуй за мной. Помните, он повторил: следуй за мной, паси овец моих. То есть мы можем хотеть следовать за Ним, но не мочь. То есть у нас нет силы. И еще очень сложно вот в этом отрывке то, что, следуя за Христом, мы можем потерять все. Друзей, семью, даже семью можем потерять, репутацию, карьеру и даже собственную жизнь. Поэтому, может быть, нас так мало. Поэтому люди не идут в церковь, потому что они понимают где-то, что надо чем-то жертвовать, надо что-то отдать. Но когда ты познаешь Христа, познаешь Его любовь, тогда это будет как бы просто. То есть ты даже задумываться не будешь. Вот в первые времена читаешь, изучаешь, думаешь, как верующие хотели пострадать за Христа. Хотели, они мечтали, что: Господи, я хочу умереть за Тебя. Как такое возможно? Мы сегодня думаем: Господи, дай нам еще пожить, дай нам еще здоровье. Помолитесь за это, помолитесь за то. У меня там болит, у меня сям болит. И почему в церкви не был? У всех сразу какие-то болячки. Я еще посмотрел, у нас на работе можно отоспаться. Если скажешь: я приболел. Приболел, полежи. Когда у кого это вот если что-то, мы знаем, что сказать. Почему мы не можем? Я приболел. Приболел, выздоравливай. Мы помолимся за тебя всей церковью. Я думаю, что в какой-то степени мы лукавим. Мы не хотим заразить их. Да. Сейчас так легко. Можно раз, ушел,
Но это не касается, допустим, сейчас, да, пандемии, там все. Но раньше больной, не больной, помните, у меня голова болит, я пришел и исцелился, получил исцеление. У нас вот такое было понимание, идти в церковь. То есть больной, не больной, я иду в церковь, я знаю, что там Господь, Он меня исцелит. Сегодня я отлежусь. Я вас посмотрю, я вас благословлю, я помолюсь за вас. Если у нас есть такая вера, что Бог нас исцелит, то Бог нас исцелит. Бог ведь целитель. Не исцелял Бог только того, у кого не было веры. По причине, да? Там, так написано. Хотя, знаете, не ко всем же подходил, да? Многие хотели исцеление получить. Это уже тоже лирическое отступление. Сегодня я хочу, чтобы Господь проговорил каждому из нас в нашей сфере. Следуй за мной, иди дальше. Ты увидишь лучшее, ты увидишь больше. Не бойся ты что-то свое малое пожертвовать. Начни с малого, начни понемножку. Начни что-то... Понимаете, наша жизнь, вот мы кому уже за 40, почти за 50, мы начинаем понимать. Даже неверующие люди начинают понимать, что за что мы держимся, это такое тленное. И когда даже вот неверующие родители начинают, ты думаешь, удивляешься, как они отдают своим детям столько денег, бывает, да, действительно, отдают, жертвуют. Они потому что уже понимают, что им уже ничего это не пригодится скоро. И это вообще не нужно. Ради чего мы все это копили там. И вот какой ты след тоже оставишь на земле? То есть чем-то ты запомнишься для Бога. Ты был такой, вот знаете, как один... Вот мы про этого юношу больше ничего не знаем, даже имени его не знаем. А если бы он пошел за Христом, и мы бы узнали, его там зовут там как-то вот так, и он сделал то-то и то-то. Мы знаем тех, которые что-то сделали, там, Мария Магдалина, там, да, там, апостол Павел. Что-то они изменили в своей жизни. Сказали, я все почитаю за ссор. Мне ничего не надо. Мне нужен Господь. Я хочу идти за Ним. Поэтому призываю нас как-то перестать где-то, может быть, лукавить, такими быть лисицами, которые каждый имеет свою нору, знает, как сказать где-то что-то. Может быть, какие-то связи у нас или что-то. Не надеяться на эти связи, надеяться на Господа. Идти за Ним, следовать за Ним. И понимать, что узкий тернистый путь, да? Узкий тернистый. И последнее, что хотел сказать, что совершенство – это не соблюдение заповедей. Совершенство – это полнота любви. Если ты стараешься соблюсти заповеди, то, возможно, Господь действительно, как Он обещал, Он даже не упрекнул, что ты будешь иметь Царство Божие, потому что ты старался, и, может быть, ты был так, действительно, мы же все искренне, мы же стараемся. Но к совершенству Бог призывает, чтобы мы имели личные взаимоотношения с Иисусом. Как Давид, а куда сегодня пойти мне? А может быть так зайти, а может быть так сделать. То есть мы должны быть постоянно начеку, что хочет Господь от нас, лично в этот момент жизни. Если Господь скажет евангелизировать, евангелизировать. Если Господь скажет, иди молиться, иди молись. Оставь все, иди молись. Если Господь скажет, допустим, помоги брату, помоги брату. То есть много служений, много вариантов, что может Господь тебе лично сказать. Ты идешь на служение, а увидел человека, который в беде.
тебе надо ему помочь, допустим. Я себя тоже вспоминаю, как я много проповедовал, говорил своему другу о Евангелии, а прямо перед нами упал человек. А у этого человека, которому я проповедовал, у него сердце быстрее ёкнуло, чтобы его поднять. А я стоял такой, знаете, фарисей, умный. Мне еще хотелось много чего-то сказать, а он уже встал, его поднимает, отряхает. И я сразу такой, ну вот, я тут такой умный, столько знаю, такой богатый, да? А он ему уже помог. То есть мы со своим умом, со своей головой, мы притормаживаем идти за Господом. Поэтому призываю, чтобы мы обратно Духа Святого позвали в церковь, чтобы Дух Святой правил. Помните, Дух Святой правил. Он сказал, отделите мне Варнава и Савла. И Павла, да? Отделите. Дух Святой, мы тебя слушаем. То есть управлял Дух Святой не пастор, не комитет какой-то, не церковный совет. Давайте мы вот этот вопрос решим, потом все обсудим, да, на братском совете и вынесем постановление. Помолимся, что скажет Дух Святой, так и будет. Поэтому призываю вас взыскать Бога, взыскать Духа Святого, услышать Его, и то, что Он вам говорит, делайте. Проверяйте с Евангелием, да, если это не противоречит Слову Божьему. Что-то Господь сказал. Хотя бывают такие случаи, вот, допустим, пример мне вспомнился. Один тоже служитель Божий говорит, иду. Но это на Западе где-то, там публичный дом. И Бог говорит, зайди туда. Как это я туда пойду? Там же... И прям такой, прям зайди, и все. А по Писанию будет сказал, да нельзя туда, как бы, да. И он пошел. А туда пришла женщина от безысходности. Уже не знала, что делать, куда устроиться вообще без ничего, и все. И он с ней так разговорился и вывел ее оттуда. И потом она стала его женой. И тоже они стали верующими и так далее. Это уже там другая история. Тот смысл, что Бог иногда вообще непонятен нам, что Он нам говорит. И надо быть очень осторожным. То есть это не для того, чтобы все сейчас пошли по всем этим местам. То есть в конкретном случае Бог призвал этого богатого юношу, но он опечалился. Может быть, когда-то Господь вас призовет к чему-то. Вы даже, может, и не будете молиться Ему. Или сейчас вы скажете, Господь, вот такое было слово, пошли меня, я пойду куда-нибудь. А Господь может также опечалить тебя, сказать, тебе рано еще. Может такое сказать, да? А можешь вообще мимо ушей все пропустить, а Господь начнет тебе стучать и говорить, иди туда, иди быстрей. И даже тебя убеждать будет, давай. Господь у нас необычный Бог. И слава Ему за это. Очень, очень вас любит Господь, и меня тоже. Давайте помолимся Ему. Господь наш, спасибо Тебе за это слово, за этого богатого юношу, которого Ты поставил нам в пример и показал нам все, что к чему мы должны идти. Помогают ли нам заповеди? Помогают. Но Ты хочешь видеть нас совершенными. И помоги нам вместе с апостолом Павлом сказать, что мы все почитаем за ссор ради превосходства познания Тебя. Ты наш Господь, веди нас. Помоги нам быть, может быть, вот этими нищими духом, жаждать Духа Святого, чтобы Ты, Дух Святой, указывал нам, а не мы Тебе. Господи,
Помоги нам следовать за Тобой. Все, что нам нужно. Ты наш пастырь, а мы овцы Твои. Мы хотим быть этими овцами, мы хотим идти туда, куда Ты. Ты не оставишь нас в беде, не дашь нас раздавить дьяволу и его врагам. Наоборот, Ты всегда говоришь, что будут вам во 100 крат, все будет вам благословение. Ты наш Творец, Ты самый сильный, Ты всемогущий, Ты все можешь, и для Тебя нет ничего невозможного. Все, что нам нужно, довериться Тебе, открыть свое сердце и сказать: вот я, пошли меня. Каждого из нас Ты хочешь благословить. Твои благословения, они всегда самые лучшие, самые необычные. Ты знаешь, что лучше нам, что нам недостает. Ты знаешь нужду прежде нашего прошения, в чем мы имеем, может быть, действительно болеем сильно. Может быть, действительно у нас не хватает веры на какие-то дела, на исцеление также. Господи, я тут наговорил многого, но я прошу, чтобы то зерно, которое Ты хочешь дать, чтобы оно упало на ту почву, на которую действительно оно положено и должно упасть. Господи, каждому из нас важно утвердиться в том призвании, в котором мы ходим, что на правильном ли мы месте, то ли мы делаем, или, может быть, мы можем еще что-то сделать. Благослови тех, которые тоже онлайн слушают. Благослови тех, которые будут слушать потом, чтобы увидели свою жизнь во Слове Божьем, в Духе Святом, чтобы Ты, Господь, показал, что нам делать, чтобы нам не быть печальными, чтобы нам быть радостными от Твоих повелений, от Твоих поручений и выполнять с радостью, радовать Тебя нашей жизнью, радоваться самим, что Ты наш Бог, что Ты Духом Святым на этом месте. Прости нас, Господь, помоги нам покаяться, если в чем-то мы согрешили и огорчили Тебя, за всякое лукавство, осознанное, неосознанное. Разрушь все дела дьявола по отношению к нам. В наших семьях. Мы молимся за наши семьи, за наши дома. Мы хотим быть тоже там светильниками. Мы хотим, чтобы в нас видели Иисуса Христа. Мы хотим жить так, как жил Ты. Пусть это не будут такие просто высокие слова, чтобы каждый из нас мог сказать: Господи, я пойду за Тобой. Чтобы эти песни, они были из наших сердец. Что мы хотим идти за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Мы хотим идти туда, даже если нам будет это стоить дорого. Потому что Ты ведешь каждого из нас особым путем. Веди, Господь, каждого из нас. Помоги нам преодолеть все трудности и преграды. У каждого из нас есть что-то необычное. У каждого из нас есть что-то, чем мы можем послужить Тебе. Ты Бог. Ты все во всем. Ты Бог всемогущий и вездесущий. Наполни, Господь, наши сердца. Разрушь все дела дьявола. Пусть мы увидим действительно ту радость общения с Тобой, радость слышания Твоего голоса, радость наполнения, чтобы мы были как освящены Тобой, освящены Твоей истиной. Слово Твое есть истина. Ты есть истина, Господь. Ты наш путь, истина и жизнь. И мы хотим идти Тобой, мы хотим идти за Тобой, мы хотим быть в Тебе. Слава, аллилуйя Тебе, наш Бог. Мы Тебя все славим, мы Тебя все благодарим. Мы рады, что Ты наш Бог. Мы рады, что мы сегодня здесь. Мы рады, что Ты сегодня не закрываешься от нас. Мы рады, что Ты нас призываешь, что Ты хочешь видеть нас еще делателей, что есть еще время для пробуждения, что есть еще время для надежды, для многих еще, которые не спасены, что мы можем послужить таким людям. Мы благодарим Бога за тех евангелистов, которые евангелизируют, несмотря ни на что. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты приготовил нас быть не только евангелистами, но и служителями просто любви, просто
молитвы, просто раздаяний, просто благодеяний каких-то, любых, в любом виде. Слава Тебе, наш Бог! Ты предназначил нас на добрые дела во Христе Иисусе. Господи, помоги нам. Помоги нам исполнить Твои поручения. Это самое главное, Господь. Помоги нам радоваться Тобой. Помоги нам не быть этими богатыми юношами, что мы что-то приобрели, что у нас что-то есть, мы сами знаем все. Помоги, Господь, чтобы мы не опечалились, когда придем на небо. И Ты скажи: не знаю вас. Господи, помоги нам сейчас пройти все через эти печали, но прийти к радости. Благослови нас сегодня, благослови нас Духом Святым, чтобы мы не огорчали Тебя, чтобы мы не выгоняли Тебя из церкви, чтобы вся церковь не была, как этот богатый юноша, чтобы мы были нищи духом, чтобы мы искали всегда, искали лица Твоего, искали прежде Царства Твоего и правды Твоей, чтобы мы наполнялись Твоим Духом Святым с раннего утра, чтобы мы пели псалмы, чтобы мы молились и о начальстве власти, и о всех ситуациях в жизни, чтобы мы всегда имели общение с Тобой и с братьями и сестрами, чтобы мы стремились к тому, чтобы что-то сделать еще лучше для церкви, для Царства Твоего. Слава Тебе, наш Господь! Ты наш источник жизни. Ты наша жизнь. Наполни нас, Господь. Обогати нас собой. Ты обнищал ради нас, чтобы наполнить нас своим богатством. Ты оставил небо. Ты оставил, Господь, свой трон, чтобы прийти на эту землю и обнищать ради нас. С этого хлева, Господь, в котором Ты родился, Ты уже показал, что Ты не хочешь богатством своим удивлять нас, что Ты показал своим служением, что Ты все сделал для нас, чтобы послужить нам, чтобы прославить Отца. Слава Тебе, наш Бог, что Ты не хочешь нас бить, что Ты хочешь нас любить, что Ты хочешь нас обнимать. Действительно, Ты хочешь нас на руках носить. Слава Тебе, наш Господь. Помоги нам позволить, Господь, Тебе, Духу Святому, работать в нас, впустить Твой Дух Святой в наши сердца и все действительно вымести, что там не нужно, что-то лукавое, что-то от плоти, что-то от дьявола, Господь, намешано. Господи, пусть это все уйдет во имя Иисуса Христа. Пусть сердце будет чистым, чтобы узреть нам Тебя. Очищай нас, Дух Святой, наполняй нас, Господь. Пусть Твоя баня, Господь, будет сегодня для нас, чтобы мы сходили в эту баню Духа Святого. Разрушь все дела дьявола в нас, Господь. Очисти нас, Господь, от всякой скверны, от всего прилипшего, от всяких идолов во имя Иисуса Христа. О, Господь, мы хотим этого наполнения, мы жаждем, Господь, по-настоящему всей славы Твоей. О, Господь Иисус, мы призываем Твое имя. Иисус наш Господь, Иисус наш Спаситель. Слава Тебе, Господь наш. О, Дух Святой, действуй, Господь, разрушь все дела дьявола. Пусть, Господь, наполнится храм Твой Духом Святым, а храм Его мы. Слава Тебе, наш Господь, чтобы мы с этой силой Духа Святого пошли, Господь, и где при Твоем содействии проповедовали Твое Слово. Вольно-невольно, словами или делами, всем, чем можем, Господь, служили Тебе, молились за родственников, молились, Господь, за всех обижающих, за гонящих, за ненавидящих нас, но славили Тебя, Господь, везде и всюду, не боязненно, потому что Ты наш Господь, и мы Твои дети, и нам ничего не нужно больше, потому что Ты наш Бог. Господь, яви свою славу, яви свою силу, яви свое могущество, Господь. Разрушь все дела дьявола, потому что нам так важно, Господь, видеть Тебя нашим Спасителем. Сегодня во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу. Слава Иисусу. Аминь.
Слава Богу, дорогая церковь, за слово, которое Господь дал нам себя увидеть через это слово, то, чего нам не достает, чтобы спастись. Вот. И я ничего не буду добавлять к тому, что сказано, потому что сказано много. Я благодарю Алексея, что даже не готовясь, он дал возможность Духу Святому сказать через него это важное для нас слово. Вас же, друзья, благословляю. Прошу всех остаться с нами на общении за столами. Вот. Еще раз напоминаю, что через одно служение у нас будет праздник жатвы. И хочу, чтобы у нас было большое собрание в этот день. Как, впрочем, и в следующее воскресенье. Да благословит всех Господь. С миром Божьим. Аминь.